Давайте нарисуем функциональную схему газового отопления. У нас есть старая схема, давайте ее дополнять. Берем новый рисунок, даем новое название. Берем котел, подсоединяем трубу, делаем клапан, чтобы газ попадал в котел. На клапан ставим мотор, чтобы можно регулировать. Ставим клапан на трубу. Берем газовый баллон. Для безопасности клапан делаем односторонним. Добавляем трубу с свежим воздухом и дымоход. Делаем контактор. Добавляем контактор для зажигания котла и для мотора. Добавляем теплообменник и соединяем его с котлом. Делаем регулируемый насос. Ставим насос, чтобы передавать тепло из котла в теплообменник. Добавляем насос, чтобы качать свежий воздух в котел. Также насос, чтобы выкачивать отходы. Добавляем пользователя. Делаем температурный датчик. Ставим температурный датчик на входящую трубу, чтобы знать температуру свежего воздуха. Также это дымоход. И, конечно, на сам котел. Эти два датчика нужны для этого, чтобы знать, сколько температуры мы взяли из котла. Также, сколько мы взяли из теплообменника. Этот датчик нужен для этого, чтобы знать, сколько температуры в теплообменнике. На все датчики ставим нумерацию. Делаем датчик давления. Ставим датчик давления на газовый баллон, чтобы знать, какое там давление. Датчик давления в котле говорит, какое там давление. Датчики давления в трубах, чтобы знать, какое там давление. На все датчики обязательно поставить нумерацию. Датчики соединяем с контроллером на шину измерения. Делаем элементы управления скорости мотором. Контактор, преобразователь скорости, элемент автоматики. Эти элементы регулирования скорости ставим на те моторы, которые мы хотим регулировать. Эти моторы мы подключаем на управление, потому что мы хотим их управлять, на регулирование, потому что мы хотим регулировать скорость, и на состояние, потому что мы хотим знать, работают ли они.
показываем, где у нас электросигнал. Также хотим регулировать, управлять и знать состояние подачи газа. Если у нас прорыв трубы, датчик давления должен дать сигнал тревоги. Если в теплообменнике слишком высокая температура, мы должны получить сигнал. Также мы должны знать, если есть прорыв между теплообменником и котлом. Если в котле слишком высокая температура или давление, мы должны получить сигнал тревоги. Если давление в газовом баллоне поднимется или опустится, мы должны получить сигнал. Делаем легенду, чтобы знать, какие датчики и приборы мы используем на этой схеме. Клапан с мотором. Контактор, чтобы включить мотор и зажигание. Пользователь, для кого мы производим тепло. Исполнительный элемент — мотор. Датчик температуры. Датчик давления. Преобразователь скорости.